Бахыт Саматхович, есть вопросы? Нет вопросов. Самат Хаштабекович. Вопросов нет. Спасибо. Да, Харкель Ичманович. Да, позвольте один вопрос. Значит, обращающая сторона в качестве одного из оснований как бы противоречия оспариваемой нормы Конституции приводит к тому, что на сегодняшний день в норм ПК, где определены основания выделения уголовного дела, материалов уголовного дела в отдельное производство, нет такого пункта, который говорит, что о возможности выделения уголовного материала уголовного дела на основании соглашения признания вины. Вот в данном случае, как таковые, они выделены, дело доведено до суда, приговор постановлен, и вы в данном случае, как прокурорский представитель прокуратуры, надзирающий за следствием, видите ли вы проблемы в этом вопросе? В этом вопросе проблем не вижу. Почему? Потому что в УПК 2017 года в редакции выделения по институтам соглашения о сотрудничестве был предусмотрен порядок выделения. В действующей редакции действительно нет этого порядка, этого пункта не предусмотрено. Ну и нет пункта, который запрещает выделение. Тем самым суд, полагаем, правильно применил и выделил в отношении Анарбаева. В решении Конституционного суда от, если не ошибаюсь, 4 июня 2025 года Кабинету министров рекомендовано внести поправки в статью 142 и пересмотреть, именно регламентировать четкий порядок выделения уголовного дела. Данный институт работает, представитель Минюста, наверное, мои слова подтвердит. Пакет документов с поправками будет внесен, вроде бы внесен в парламентарий. Спасибо. Нет больше вопросов. Присаживайтесь.